Эфир на Первом Ярославском продолжает программа «В тему». В студии Светлана Доброхотова. Здравствуйте. В течение месяца Ярославское региональное объединение «Татар НУР» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан реализовывало социально значимый проект. Первый интеллектуально-спортивный конкурс «Батыр-Гайле-2017», что в переводе значит «Сильная семья». И об этом событии мы поговорим подробнее с Ландыш Габидуллиной, членом Совета региональной общественной организации НУР. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как задумался вообще этот конкурс, для кого, что стало идеей? Наша организация в основном каждый месяц проводит разные мероприятия, но для этого у нас, естественно, не хватает спонсоров, средств для проведения, для призов. И когда объявили конкурс на получение гранта, мы начали задумываться об этом и что у нас в очереди стоит, какое мероприятие. Для мам, для молодых девушек у нас очень много конкурсов. А вот для пап и мужчин, для маленьких мальчиков нет такой возможности, чтобы они умели показать себя и в пении, и в состязаниях, и в другой сфере. Поэтому нам пришла такая идея проводить именно Батыр-Гайле для мужчин и пап, для таких семей татарских, вот такой конкурс. Сколько человек стали участниками? Заявку подали 8 человек, 8 команд, и в итоге 16 человек. Но по другим причинам они остались всего 7 команд. 7 пап, 7 мальчиков. А то есть это только для мужчин, получается? Для мужчин только, да. И только именно такие, из-за того, что были такие строгие условия, команд выбирать было сложно. Потому что таких пап, у которых есть сыновья, мальчики, их мало. А что они делали во время конкурса? То есть какие состязания были? Они показали себя в визитной карточке, пели, танцевали, стихи рассказывали. Также творческие конкурсы были и в интеллектуальных конкурсах, и в эстафете с забавами, татарскими забавами. Бег в мешках, бросок мяча в кольцо, теннисными шариками бегали, прыгали через скакалку и так далее. Ну а жены и мамы, я так понимаю, были зрителями, да, верно? Болельщиками. Болельщиками поддерживали. Вот это красочное шоу, которое не только объединило семьи, оно подтверждает тот факт, что Ярославская область вообще, в принципе, объединяет много наций, такая многонациональный регион. Расскажите, пожалуйста, вот я права в этом случае? Сохраняется ли многонациональность в нашем регионе? Да, многонациональная Ярославская область, вообще город Ярославль, тоже живет очень много народу. И в связи с этим даже Ярославская область проводит для некоммерческих организаций, объявляет тоже такие конкурсы, гранты, можно также там участвовать. Мы тоже недавно, в 2015 году, участвовали именно в таком же гранте для межнациональных отношений. Приглашали из разных национальностей людей. Также у нас проводится сабантуй для всех, для народа, для жителей города Ярославля. Ну, то есть во многих мероприятиях, в принципе, татарская диаспора очень активно участвует. А сколько вообще татар у нас в Ярославле, в татарской диаспоре? Сколько человек? Сколько она насчитывает? У нас есть вот такое желание точно узнать. Мы над этим работаем, вот как раз начали работу. Хотим перепись населения проводить, но это, конечно, очень сложно с нашими силами и только общественной организацией. Но так считает 7 тысяч человек татар. И есть какой-то костяк активных, кто участвует во всех мероприятиях, которые... Естественно, в первую очередь, я бы сказала, здесь членов Совета НУР, их 13 человек, также их знакомые, и всех мы приглашаем. Это постоянно у нас молодые девушки, юноши, также ученики воскресной школы активно принимают участие в разных мероприятиях. И костяк есть, на котором мы все время обращаемся, все время они нас поддерживают. Есть такие люди, наши друзья. Но все-таки, возвращаясь к вопросу о мероприятиях, да, я знаю, что вы проводите их очень много. Это фестиваль национальных кухонь, и яркий сабантуй, конкурс «Сильная семья», вообще, о котором мы говорили. Как себя представил? Он будет теперь ежегодным или это все-таки разовое мероприятие? Да, у нас есть желание проводить этот конкурс ежегодным. Мы думаем, надеемся, что станет брендом Ярославской области, как раз как показатель нашей татарской культуры. Мы хотим над этим работать и в дальнейшем. Наряду с сабантуем, да? Наряду с сабантуем, потому что всем понравилось. Это было очень интересно. И в том числе то, что мужчины, мальчики из
там же были включены спортивные игры и творческие конкурсы были. Яро-Нур, вот наша организация, приняла решение, что и надо проводить в дальнейшем. А поделитесь секретом, какой приз получил победитель все-таки? Победители в денежном премии, так сказать, медали, дипломы получили первые, вторые, третьи места, а остальные участники тоже поощрительные призы, там были спортивные инвентари. Все участники получили призы, были отблагодарены. Спасибо большое. О празднике семьи, который одновременно и сохраняет культуру и самобытность татарского народа, выявляет талантливые семьи, ведущие здоровый образ жизни, мы говорили с Ландыш Габидуллиной, членом Совета региональной общественной организации НУР. Это была программа «В тему». Напомню, все наши новости и программы смотрите на официальном сайте 1yar.tv. До свидания.